Ребята, всем привет! Сегодня пригнали мне вот такой вот труп. Батарейка на нем мертвая вообще. 14 элементов здесь просто мертвые. Вот в таком все состоянии. Все грязное. Вот везде грязь, пыль. Там грязь, пыль. Короче, здесь вообще никогда никто ничего не убирался. Через вот эту дырку все сюда проникала пыль. Батарейка сосала жестко пыль. Вот. Клапана эти тоже плохо вон закрываются. Видно, что не закрытые до конца. По сути, их менять надо. Вот. Батарейка до такой степени разрядилась, что машина просто даже не доехала до вот этого места. То есть хотел загнать в гараж, а она просто и сдохла. Не дает двигатель запускать. Вот. Ну, в принципе, сейчас я ее подзаряжу. Наверное, загоню тачку сюда все-таки, в гараж, чтобы она там не стояла на дороге. Дам ей немножко заряда сейчас, чтобы она у меня чисто тачку двинула. И буду разбираться с этой батарейкой. Ну, что тут разбираться, это труп. Здесь больше половины батареи, просто труп конкретный. Такие вот дела вот. Посмотрим, будет ли смысл ее ремонтировать вообще или нет. Что, достала батарейку. Все, на анализаторе ее полностью это само. Зарядил, запустил машину. Ну и сейчас хоть она у меня начнет с места двигаться. Я так думаю. Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твоя машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю. Загнал машину. Сейчас буду продувать эту батарейку, достал. Сейчас посмотрим, сколько в ней пыли. Ну, такая же история, как в прошлый раз. Даже хуже. Датчики все уже стоят не по своим местам. Уже переставляли. Здесь надписи 54. Ну, короче, я думаю, что ничего хорошего в этой батарейке не сидит. Здесь меньше емкость, чем 50% будет. Значит, приборы подключу. Первая партия покажет уже, что там не очень хорошие емкости. Первые 8 батареечек с краю, если они будут, какой они емкости будут, то середина уже будет точно явно меньше. Поэтому как бы так. Подключение первых 8 приборов сразу покажет, стоит ремонтировать дальше эту батарейку или нет. Если емкость покажется, что меньше 50, то будем думать на контракт. Запустил процесс проверки батареи. Сейчас первые 8 проверяем. Если тут ничего хорошего нету, все, ставим вот так вот крест на этой батарейке. Такие вот дела. А если там что-то более-менее живое сейчас появится, ну тогда будем дальше продолжать эту батарейку тестировать. На калибровке дроссельной заслонки у меня вот такой Fit Shuttle. То есть произвел ему чистку дроссельной заслонки. Заслоночка была по стенкам грязненькая. Ну, не сказать, что сильно, но чуть-чуть было. Клиент говорил, что вроде расход у него увеличился. Ну и подергивания какие-то есть.
Вот. Сейчас стоит, обучается с помощью компьютера. Вот так вот все смотрю. Заслонка еще пока не завершила свою калибровку обучения. Когда будет завершено, тогда будет обучено, значит. Ну а так по пропускам, по зажиганию у него все хорошо, ни одного пропуска нету. Все показывает, работает все ровненько, нормальная машинка. Сок батарейки у него 75%. Машина 2014 год. Ну так, эти шаттлы очень крепенькие тачки, могу сказать. Панель у него прикольная. Вот эта тряпочка мне у них нравится очень, отделка хорошая. Единственная проблема этих машин, это бывает кулер ВВБ вылетает из строя. А так, в принципе, машина хорошая. По обслуживанию вот тут стоит простой вариатор. ХММВ-очку надо иногда заливать. Ну, менять раз в 30-40 тысяч километров и все. Так, ребята, проверил я батареечку на поканальной системе. И вот такая у нас процентность: 65, 65, 64, 68, 65, 53, 55, 43, 47, 30, 31, 35, 44, 29, 38, 39, 67, 57, 51, 55, 42, 64, 76, 86, 92, 83, 73, 81, 78. В общем, буду оставлять здесь от 50% и выше. Все элементы буду убирать вот эти вот. Значит, убираем 43. Он у нас уже не пойдет. 47 не пойдет. 31 не пойдет. 35 не пойдет. 44 не пойдет. 29 тоже не пойдет. 38 не пойдет. 39 не пойдет. 67 пойдет. 57 оставим. 51, 55, 42 уберем. Ну и тут тоже. Ну тут в принципе нормальные пошли. Значит, вот у нас получается под замену. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почему я больше насчитал? Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 элементов мы отсюда убираем. 9 элементов мы отсюда убираем, и добавлять нам надо будет вот такие хотя бы 60-ки. Вот, тогда емкость приподнимется на этой батарее. Ну и мощный уберем в середину, сделаем горку. И все. Вот так вот эту батареечку будем делать. Нормальная получится. Я вообще офигеваю просто, как ремонтируют батарейки у нас. То есть это либо сами залазили батарейку эту делать того. Болты не поставили вообще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болтов вообще не было, короче. Эти болтовые соединения важно ставить, потому что батарейка расширяется. А каждый элемент прикручивается к вот этой вот, получается, позиции. Ну там один, если сломается, ничего страшного. А когда вот так вот все прям, я вообще офигеваю просто. Сейчас вот эту откручу, там, наверное, тоже болтов, скорее всего, не хватает. Сейчас посмотрим. Тут болт отсутствует тоже, хотя он там должен быть. Ну, здесь такая же картина, болтов вообще не хватает. Батарейка просто распирает ее жестко. Да, жесткий ботаник делал. Непонятно. Но это, скорее всего, сами собирали батарейку. Зачем в гибрид-сервис ездить? Я сам соберу. Если это делал мастер, то я вообще не знаю. Антиреспект. Значит, меняем в этой батарейке 9 элементов.
Вот я их уже достал с полки. Это у нас 66, 62, 62%, 64, 61, 64, 64, 60, 64. Вот такая пачка будет у нас ставиться сюда за место 9 элементов. Отсюда будем убирать, ну вот крестами пометил, 38, 39 процентов убираем. 44, 29 убираем. Так. Как-то так. Ну-ка, сейчас я их помечу. Наверное, так вот и сделаю. Ну, середина почти вся у меня уйдет сейчас. Сейчас за место них буду ставить сюда. Ну вот, убрал уже отсюда элементы. Вот эти вот. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот все процентности вот эти убрал. Поставил сюда нормальные шестидесяточки. Вот они уже. Все. Сейчас будем собирать батарейку и пробовать. Балансировать надо будет ее. Все, батареечку я подлечил. Все, прочистил ее полностью. Контакты почистил. Заменил элементы. 9 штук по 60%. Сейчас она заряжена. Собираю, ставлю в Prius и все. Он отсюда поедет нормально. Все, здесь везде поставил нормальные болтики. Все хорошо. Теперь будем ставить лыжу и ставить ее на машину. Все. Приуса запустил. Ни одной ошибочки. Все хорошо. По гибридной системе тоже ошибок нету. Можно забирать тачку. Ребята, один Prius я починил. Это у меня второй Prius. Приехал на обслуживание ВВБ. Этот у нас более-менее в достойном состоянии Prius. Батареечка у него нормальная, но у него надо сделать перетасовку элементов. Вот, если брать по тачстриму, то у него вот идет, получается, 25, 23, 21, 18, 19. Ну и все, пошла середина просаженная. Потом опять по возрастанию 21, 25, 18, 23. Короче, мы серединку будем отсюда убирать и ставить ее в края. Самые слабые элементы. А все остальное будем растасовывать. И контакты у него грязные тоже должны быть. Вот если показывают, почистим. В общем, обслужим батареечку. На самом деле, вот какое умиление. Машинка абсолютно чистая, никакой пыли, все чистенько. Хозяин молодец, ухаживает за своим автомобилем, могу так сказать. Но пыли, скорее всего, в этой батарейке будет очень мало. Батарея стоит уже ремонтированная, она опломбированная. Видно, что ее где-то ремонтировали, что-то делали с ней. Либо это контрактная батарейка новая была, ставилась, и ее опломбировали. Вот такие вот, ребята, дела. Ну, пломбы придется мне по-любому снимать, поэтому обслуживать мне ее придется. Такие дела. Вот разбираю, батареечку снимаю. Ну, в общем, здесь все. Пыли нету практически, все хорошо. В общем, что хочу, ребята, сказать. Зачем нужна тасовка элементов? Она нужна для того, чтобы эта батарейка еще ходила год. И никаких замен элементов не было. То есть сейчас у нее серединка чуть-чуть подпросела, но если ее вот так вот оставить, она дальше поездит и она еще осядет. А нам этого не нужно. Нам надо сейчас будет ее растащить, чтобы они отдыхали. Вот эти вот серединка будет отдыхать. А края начнут работать в полную. Края сейчас сильные, мощные, будут работать год еще. Они только выровнятся. Мы сейчас сделаем горку. То есть вот так вот чик, хоп. А потом она только начнет выравниваться. Когда она выровняется, а потом еще год пройдет, она начнет опять в ямку превращаться. Можно потом опять ее перетасить и опять сделать горку. Вот. И так можно катать эту батарейку от 100% еешнего ресурса до 20 примерно. 20 это уже, конечно, не батарейка. Все. До таких пределов нельзя катать батарею. Где-то примерно все, что ниже 50%, это уже не очень хорошие батареи, это уже печально. Они доезжают себя до 20% примерно. Вот так вот это примерно работает.
все это приусы, все вот эти металлогидридные батарейки, они вот так себя ведут. Что еще могу сказать про эти батареи? Ресурс батарей от 180 до 250 примерно тысяч километров на автомобиле. То есть бывают машины, которые с крученными пробегами. Вот. Там пробег вроде бы детский какой-то показывает на приборной доске, там, грубо говоря, там 100 тысяч километров, а батарейка у него уже мертвая. Значит, что говорит о том, что машину скручивали. Вот. Ну и как бы таких машин очень много приезжает на самом деле. Поэтому проверяйте свои батарейки, батарейка очень много скажет. Также сами ремонты. Бывает, что пробеги там 200 тысяч километров, 180 тысяч километров машина приезжает. Либо на ней будет талая батарея, вот совсем печальная, вот, которая, по идее, просит уже контрактную батарею, эта машина. Либо там уже будет мененная батарейка. Вот. Как-то так вот это все работает. Ну, что, ремонтируем такие машинки. Машина вот эта, кстати, очень в хорошем состоянии. Видно, что человек, видать, брал его конкретно с Японии. С хорошей оценкой. Все чистенько. Сидушки, все как бы, ну, салон беленький, но очень чистенький, в принципе. Ухаживает человек за машиной. Здесь все целое. Клапан этот целый. Пыль не пропускает так сильно. Вот. У того до этого был Prius, который вот 30-ка стоит у меня, отремонтированная. У него вот этой вот не было резиновой штучки. Потерял, видать. Ему надо где-то ее найти, либо закупорить эту дырку с помощью этого шумовиброизоляции, в общем. В общем, так-то по сути, ребята, шумовиброизоляцию делайте багажнику Приуса. Вот так вот можно все зашумливать тоже, и тогда будет нормально. А то тут совсем банка консервная. Все, что летит там, эти камешки, они все сюда, ну, как бы звук создают жесткий. То есть шумоизоляция в этих машинах печальная на самом деле. В Тойотах. Ну и Хонды сейчас современные тоже пошли с печальной шумкой. Так что, вот как-то так. Ликбез вам провел. С вами был Евгений, Гибрид-центр Якутск. Обращайтесь. Мы ремонтируем Хонды, Тойоты, Лексусы. Сейчас уже буду переходить уже на Nissan. Ну как, ну, мы потихонечку-то все равно диагностикой пока я занимаюсь. Вот, диагностируем Ниссаны. Что-то даже ремонтировать пытаемся. Вот к нам должен Nissan приехать Note на замену мотора. В прошлом году мы ее Power отремонтировали. Вот, поэтому, в принципе, делаем эти тачки тоже. Приезжайте, сделаем. Вот. Стараюсь любые машины как-то делать. Главное, чтобы время на это было. Вот. Потому что с каждой машиной надо как-то подразобраться. Не все мы их как бы знаем. Они все разные. Проблемы. Он с Хондами только. Сколько возни. Мы каждый день уже 1,5 года занимаемся этими гибридами. И каждый божий день что-то мы находим новое. Вот каждый день мы что-то прикалываемся по Хондам. Потому что все ошибки разные. Ситуации абсолютно все разные. С калибровками там вообще жесть, короче. Много моментов, когда машина просто не калибруется. Сигнализации не дают и еще что-то. Много печальных моментов. Поэтому времени много тратится на все это. Ну, занимаемся. Так что всем привет. Все города, кто нас смотрит. У нас, кстати, уже... сейчас скажу немножко. Да, кстати, у нас еще сложилась такая команда. Хочу о ней маленько поговорить. Это у нас Honda Ru Team команда. Пошла она у нас, ну, со всех городов ребята собираемся, мастеровые. Вот, там очень толковые у нас мастеровые. Можно сказать, самых лучших собираем, потому что по городам. Вот там у нас Якутск, Хабаровск, Чита есть, этот Петербург, Санкт-Петербург есть там, Красноярск есть, еще какие-то города там были у нас, что-то рядом с Владивостоком, по-моему, что-то было. Вот. Бикин, по-моему, что ли, где-то там, короче, кто-то есть у нас, пацан. В общем, всю вот эту вот команду мы собрали, у нас есть группа, мы общаемся, вот, кучу всяких проблем мы уже по роботам знаем, поэтому обращайтесь к нашей команде. Я ссылочку в описании видео закину. Вот.
кому надо будет в Питере, там есть у нас человек, тоже парень мастеровой, Михаил, тоже есть он в группе, вот, ну, в списке, я список сейчас приложу, как бы сразу же будет на видео список, если что, себе отмечайте, и в описании все эти контакты по всем нашим городам, кому можно обратиться именно по роботизированной коробке передач Honda. Ну, обращайтесь, это самое, список будет в описании. Вот так вот, всем пока. Вот, видать, контактную батарейку ставили, а контакты почистить не удосужились. Просто воткнули и все. То есть батарейку эту не обслуживали перед установкой. Мы всегда проводим все эти работы. Если приходит контрактная батарея, я все равно все контакты чищу. Никогда не втыкаю вот в таком состоянии все. Меняли, видать, во Владивостоке, скорее всего. У нас пацаны вроде бы все чистят контакты. Кто я знаю, кто занимается гибрид-сервисом. Ну, могли сами поставить, конечно. Может быть и такое. Купили, сами поставили. Непонятно, короче. Ну, то, что эту батарейку, она контрактная, вот, говорит о том, вот эти этикетки. Такие дела. Так, батареечка стоит контрактная у нас. Видно, что контрактная. Датчики по заводским с этим местам стоят своим. По нумерации, ну, пока непонятно. Нумерация у нее все скрытая. Вроде бы как ее не меняли. То есть она как есть, так и стоит. Не тасованная батарейка. Сейчас будем ее тасовать. По нашей распечатке мы видим, что нам надо менять четвертую пару. Четвертую пару надо будет ее тасануть. Раз, два, три, четыре. Вот это тасанем. Потом пропускаем одну пару. 19. И потом раз, два, три, четыре, 5 пар у нас пойдет, которые нужно перемещать в края. Раз, два, три, четыре, 5. Грубо говоря, вот отсюда до сюда нам надо будет ее вот так вот поменять. Ну, мы, скорее всего, вот эту вот пачку сюда вставим и пополам ее разделим и по краям перевернем. Короче, как-то так. Ну что, вот такие вот у нас контакты. И такие очень грязные. Окислы уже пошли вовнутрь даже. Я имею в виду вовнутрь пятна контакта. Вот, а так они вот такие зеленые все. Сейчас будем доставать, отмачивать. Растасовал я их таким образом, что у меня самые слабые элементы, вот они, встали в краях. 13,96, здесь 14,06. Потом пошли по возрастанию. 18, 21. Здесь тоже 18, 19. Здесь помощнее. И вот 25 в середине в самой встали. Вот они. Вот такая будет батарейка. Растусовал батареечку. Смотрим, проверяем. Даем просадку на приборе. Так, видим, что у нас уже горка образовалась. Середина мощная. Края слабенькие. Послабже края. Так, просаживаю данную батареечку. Смотрим, разбег, разница 26. Просаживаем до 14 вольт. Батареечка вся ровненькая. Края чуть послабже, середина чуть помощнее. Это даже видно вот так. Ну, как бы в батарейке пыли хватало, конечно. Вентилятор был грязный. Вот. Вот как-то так. Сейчас собираю батареечку. Перетасовал.
Все, будет ездить теперь. Контакты чистые. Что заметил, тут крепежной пластинки не хватает. Вот здесь должна быть пластинка прикреплена вот такая вот, куда крепятся вот эти вот эти вот провода. Ну, в принципе, они роли большой не играют, но по заводу должны стоять. В общем, батарейку кто собирал, видать, либо очень сильно раньше торопились, ставили эту батарейку, потеряли болты, потеряли вот эту штуку, короче. Но так вроде бы остальное все на месте.